Много в поле тропинок, только правда одна. Дядюш, я свое мнение сегодня сказал. Ну вот, здесь тоже не то. Здравствуйте, товарищ. Не уходи. Как жизнь? Да хоть за хуй держись. А что, так сурово? Да. А в чем же эта суровость состоит? На проживание осталось 30 рублей. Чего? А гривен? 30 рублей осталось все прожить. Бро. А что гривны у тебя листают? Это гривны? А ты их рублями называешь? Какая разница, рубли, гривни. Ну, я к тому, что я уж думал, что на Украине в рубли перешли уже. 35 гривен осталось? 30. Совсем мало. Это пачка сигарет, да? Да, и все, мы на їсти нема що, бро. А в связи с чем это? Работы нету? Нема работы, братан. А Что делать, братан? Скинь 50 рублей на карту, можешь? Пожалуйста, чисто по-человечески, братан. А работать вы не пробовали? Не, я тебя там не хочу развести, обмануть. Просто, ну, можешь или не можешь? Не могу. Я в Российской Федерации живу, а ты на Украине. А написано Украина. Ну, написано. Я в Крыму живу, поэтому сбросить тебе на твою карту у меня нет возможностей. И не получится, да? Мне не получится. Понял, но все равно спасибо. Пожалуйста. А какая область у тебя? Черниговская. А один вопрос только задам. Почем у вас куб воды? Я не знаю, у меня нема воды, братан. А электричество есть? Ну, есть, вижу. Есть. У меня дрова и все, газа тоже нема. Ёлки-палки, это ты в Чернигове в самом или в деревне какой-то? В деревне. Такой город Остер, знаешь? Остер? Да. Не знаю, это там... Ну, село. А. Ну, значит, вот тяжело все, воды нету, а все. Вот. Слушай, этот, хорошо, там вообще в селе нету никакой работы, вообще плохо. А яка тут одни коровы ходят и все. Да алкаши. Ну, а в город перебраться, не? Так а куда мы это возьмем в городе? Без денег, без ничего, а даже одеться нема, братан. Что я там буду делать? Я к бомжом поеду. Коммуналка дорогая, значит, у вас? А? Коммуналка дорогая, что денег не хватило? Да. Угу. А что там в Крыму у вас? Тоже погано, да? Нет, в Крыму все замечательно. У нас... Даже военную базу там делают, да? Ну, в Севастополе есть база, она всю жизнь там есть. Не, в Крыму делают военную базу? Она есть в Крыму все время. Все базы, которые были в бытность на Украине, теперь работают там, теперь это люди, ну, русские. Теперь Россия. Да, Россия на этих же базах, только теперь. Молодцы, что сказать. А приезжай на заработки. Какие вам? Так я с Украины, мене выженуть. С чего это ты решил? Да, там же не люблять українських людей. Да ладно, ты телевизор меньше смотри. У нас полным-полно заработчан. Да, українських тоже полно. Ну, конечно, приезжают на заработки. Як ви к ним относитесь, нормально? Ну, мы с вами один народ. Что нам плохо? Мы же раньше Россия и Украина наоборот братались когда-то. Так оно и сейчас так же самое. От того, что в Раде дураки, не означает, что простые люди стали какими-то другими. Вместе войну выиграли против немцев. Вот видишь, помнишь, молодец, конечно. У нас общая история. Да, общая история. Но та беда, что с вами случилась. Ваш президент что-то неправильно делает. Я так думаю, что наш президент
работает все замечательно, во всяком случае я так вижу, а цены не наш президент поднимает вам, и безработица у вас не от президента Российской Федерации зависит. Не, а война откуда? А зачем война тогда? А в каком месте? Я в Крыму живу, ни разу никто не стрелял. Не, от Донецку, Донбасс, аэропорт Донецкий. Ну, гражданская война у вас, сочувствую вам. Не, ваши именно наемники, боевики стреляют. Как вы говорите, это добровольцы, в том числе российские, с обоих сторон участвуют. Да. Но основная масса это украинцы, поэтому у вас гражданская война. Майдан у нас был недавно, но уже давно. Да, Майдан был. А что вы сейчас, Зеленского выбирали, уважаете? Да, что-то не очень. Він багато обещал, а не делает. Так, а может быть теперь Майдан и его? Вы же говорите, когда вот... Или нет? Братан, ты знаешь, что украинский народ дуже сильная нация. Знаю. Мы выиграли войну, так сказать, против мусоров. Выдержали, выстояли. На морозе нас водой поливали, а мы выстояли. Когда? В 2014 году. Ага. На Майдане. И к чему это привело? Да не особо ни к чему. Так смысл был стоять, так сказать, свою власть выбирать, и теперь получили, кажется, безработицу. Братан, а як ти к Януковичу относишься? Ну, подонок. Подонок? Мог бы, так сказать, одним росчерком пера прекратить все это безобразие. Еще Він же где-то у вас в России там живет. Да, наверное, где-то. Нам он как бы без разницы. У нас президент свой. Владимир Владимирович, мы в нем живем замечательно. Нравится твой президент тебе? Я его выбирал в 2018 году. Лично ходил на выборы и выбирал. А хотел бы другого какого-то? Зачем? И так нормально жить? Конечно. На заработки так к нам вы приезжаете. У нас безработицы нету. Газ по 5 рублей. Да, согласен, братан, согласен. Ой, тяжело, конечно. То, что вы меняете, так сказать, вам меняют президентов, это каждый раз все хуже и хуже становится. Как-то так. Ну да. Согласен. Ладно? Да, давай, удачи. Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнем, вы